Мир вам, братья и сестры. Продолжаю предпраздничную ярмарку-продажу. Вот такие клиночки. Это вот из такого же металла, как вот я все время ножи уже больше 10 лет продаю. Вот этими ножами люди пользуются, довольны. Тут сведение в ноль практически. Ну, это вот якутские ножи. А это вот симметричный клинок сделал. Просто по-простому, чтобы был максимально бюджетный вариант. Вот 3 клиночка таких есть. Здесь, значит, такая же термичка. Закалка в масло. Зонная закалка, то есть режущая кромка у вас будет тверже, чем обух. Это то есть он и прочность сочетается с тем, что долго держит заточку. Потом отпуск произведен и криообработка. То есть в холоде еще 3 часа лежали, в морозилке по-простому. Вот эти клиночки у нас будут по 1500 рублей. Спешите приобрести. Вот хотел по поводу сказать еще там комментариев, которые пишут. Ну, люди возмущаются, что дорого. Я вот порой удивляюсь, до чего у нас ручной труд абсолютно не ценится. Потому что, ну вот этот нож, например, вот я его в прошлый раз выложил. Это он сделан из двуручной советской пилы. Хорошая углеродка, все. И вот говорят, 3000 рублей, это дорого. Но я вот удивляюсь, потому что, я говорю, в компьютерной игре люди там по 15, по 20 косарей ножи покупают, виртуальные. И никто не это. Потом вот блогеры некоторых смотрю, короче, им донаты за то, что они сидят там, короче, языком мелят, что попало, часами. И им донаты прилетают там по 10, по 20 тысяч, но никто не говорит, что это дорого. Тут, короче, я не знаю, нож руками сделанный. Такое ощущение, что если он из пилы, то он сам себя сделает, как бы. И потом такой еще момент, вот, допустим, вот даже вот эти вот клинки, да, я вот скажу честно, это сталь 9 ХФ или 9 ХС, я точно не знаю, это раньше такая сталь применялась в этих вот пилорамах, пилах советских. Вот, если бы я, допустим, сказал, что это там какая-нибудь самая модная порошковая сталь, там, ну, к примеру, сейчас скажу наугад, там, Н390, например, вот, и поставил бы не 1500, а 5000 цену. Ну, купили бы люди, и потом скажите, вы что, пошли бы на спектральный анализ делать, разбирать по составу эту ткань? Ну, я точно знаю, что вот такой сталью люди пользуются уже, ну, больше 10 лет работаю ей. Люди пользуются и довольны, и порошковые стали эти отдыхают. И получается, вот надо соврать, короче, а если честно говоришь, какая-то сталь, то получается, это фигня, короче, да что ты, короче, чухаешь и так далее. Ну, вот я научился по термичке с ней работать. И работаю с ней, она достойно себя показывает результаты. Вот, так что сами задумайтесь, что вы, сталь покупаете или сталь хорошую и порошковую нельзя испортить неправильной ковкой, термичкой и так далее. Но люди странно, почему-то лежат же вот у них из порошковых сталей ножи задорого, а пользуются вот этим вот 9 ХФ или 9 ХС советской. Так что вам выбирать. В общем, всего самого доброго, до свидания.